Друзья, я очень ценю, что вы нажали на это видео, чтобы услышать мое сообщение. Сегодня я говорю с любовью и ясностью, потому что этот момент имеет значение, и ваше путешествие заслуживает того, чтобы быть освященным моими словами. Откройте свое сердце, слушайте своей душой и позвольте моему посланию проникнуть в вас. Я прошу вас остаться со мной в эти моменты и поставить лайк этому видео, потому что ваша жизнь сильно изменится, когда вы это услышите. Сегодня особенный день, принципиально особенный. Я Альфа и Омега, начинаю и заканчиваю, я говорю с вашим сердцем. Не случайно наши судьбы встречаются в этот священный момент. Я вижу, как он идет по долине страданий в теплых объятиях моей вечной любви. Поклонники и аплодисменты вокруг них заставили их сердце биться сильнее, а глаза наполнились слезами, и они исчезли, как тень, в свете сильной веры. Вскоре сомнения и зависть в их умах заставляют их желать собственного падения. Их голоса будут кровоточить непоколебимой верой. Моя сила расцветет на всеобщее обозрение. Я видел все слезы и слышал все молитвы. В испытаниях вашего молчания ваша вера ярко сияет во тьме вашей боли, очищенная, как чистое золото, и ярко сияющая в самые мрачные моменты вашего путешествия. Говорите со своим сердцем с любовью, которую может дать только Отец. А дети мои, слезы, которые вы проливаете, и испытания, с которыми вы сталкиваетесь, наверняка не ускользнут от моего внимания перед моими любящими глазами. Эти слезы не будут пролиты напрасно, ибо на их пути расцветет рай счастья, и он расцветет и на вашем. Ветры времени разгонят темные тучи, и воссияет солнечный свет моего милосердия. Каждая слеза будет свидетельством моего сострадания и безусловной любви. Если вы поверите мне на слово, позвоните 111. Знайте, что эти тяжелые экономические времена скоро закончатся. Приближается дождь процветания, приготовьтесь осыпать свою жизнь изобилием. Приложите усилия и верьте в силу терпения и настойчивости. Теперь они пожинают плоды своего тяжелого труда. Я с нетерпением жду возможности представиться и знаю, что я направляю ваши шаги. Помните, настоящее богатство – это больше, чем просто деньги. Находите радость в мелочах и делитесь любовью и привязанностью, потому что это настоящее богатство в жизни. Доверьтесь божественному потоку, который приведет вас к процветанию. Принимайте такие обильные благословения с благодарным сердцем, но не забывайте сохранять щедрое и смиренное сердце. Ваша судьба переплетена со Вселенной, и вместе мы создаем путь благословения и изобилия. В каждом вызове, с которым вы сталкиваетесь, помните, что вы сильнее, чем думаете, потому что несете в себе божественную искру. Препятствия, которые вы преодолеваете, являются ступеньками к вашему росту, а обогащение, которое вы испытываете, является отражением ваших способностей. Доверьтесь путешествию, в котором вы находитесь, и будьте открыты для подарков, которые Вселенная приготовила для вас. Ваша смелость и уверенность подобны магниту для богатства. Будьте готовы пожинать плоды своего тяжелого труда и делиться своими благословениями с окружающими. Благодарность – это язык души,
Поэтому не забывайте выражать благодарность каждый день. По мере приближения денежной лихорадки используйте свой новый доход с умом, руководствуясь любовью и состраданием. Будьте маяком света для других, вселяя надежду и щедрость. Вы не одиноки в этом путешествии, и я всегда буду рядом с вами, чтобы вести вас с любовью и мудростью. Доверьтесь божественному плану, который разворачивается в вашей жизни, и знайте, что моменты счастья и успеха уже у вашего порога. Напишите «Я верю», чтобы доказать существование Бога. Дети мои возлюбленные, услышьте мои искренние слова в Псалме 3 часа 25 минут. «Я, Бог, открываю истину, которая превосходит время и обстоятельства. Господь благ тем, кто ждет и ищет». Видите ли, в этом стихе заключена чудесная надежда для тех, кто верит в меня. Терпение – это своего рода вера, и стремление моего сердца будет вознаграждено. Во времена испытаний стойте твердо и ждите моей милости, ибо я верен тем, кто верит в мою власть. Поймите, что ожидание того стоит. Эти времена укрепят характер, укрепят уверенность и подготовят вас к проявлению моего совершенного плана в вашей жизни. Искренне ища меня, вы найдете свет, который рассеет тени сомнений. Доверьтесь моей доброте, ведь я защитник окружающих. Как любящий отец, я обращаю внимание на ваши внутренние потребности и оперативно реагирую. Приходите ко мне, ибо в тюрьме вы откроете для себя красоту доверия. Пусть эти слова проникнут в ваше сердце и наполнят вас надеждой и уверенностью в моей нерушимой любви. Я Господь, Бог ваш, и благость моя защищает тех, кто надеется на меня. Если вы верите этому обещанию, напишите «Я доверяю Божьему выбору времени». Если вы хотите выразить веру и надежду, напишите 2222. В течение 48 часов вы почувствуете значительные изменения в своем финансовом положении. Будьте готовы увидеть неожиданное увеличение вашего банковского счета. С этого момента каждая ваша сделка будет равна вашему депозиту, умноженному на 10. Приготовьтесь насладиться преимуществами беспрецедентного богатства. Пишите и спрашивайте с уверенностью и надеждой. Какая удивительная возможность находится прямо перед вами. С вашим участием финансовая свобода распространится по вашей семье, как поток процветания, а мои обильные благословения будут продолжать течь, делая жизнь лучше. Не упустите свой шанс увидеть этот удивительный опыт. Если вы верите в силу моего благословения, вы не сможете оторваться от просмотра этого видео до конца. Сохраняйте веру, потому что удача постучится в вашу дверь быстрее, чем вы мечтаете. Слова не могут выразить то, что я приготовил для вас. Пусть надежда и вера наполнят ваше сердце, потому что то, что должно произойти, поистине удивительно. Теперь станьте маяком успеха и осветите вокруг себя свет успеха. Теперь позвольте мне покрыть ваше сердце божественными обещаниями Иеремии 29:11. Выйдите за рамки слов и почувствуйте глубину моей любви к вам. Когда я говорю, что знаю ваши планы, подумайте обо всех деталях, вплетенных в завесу небес. Каждая цепочка представляет собой благословение, направление и цель,
призванные сформировать вашу судьбу. Мои планы на тебя превосходят твои желания. Это мой тщательно спланированный жизненный проект в рамках бесконечной любви. Представьте себе путь без теней, освещенный светом моей благодати, когда я составляю планы мира, а не зла. Объявляя о будущем и надежде, он видит горизонт, полный возможностей, где каждый восход солнца – это возможность найти сокровища, которые я сохранил специально для вас. Пусть уверенность в этих словах утешит вашу душу, зная, что ваша судьба в безопасности в моих любящих руках. Будучи страстным скульптором, вы вырезаете каждую деталь своего путешествия. Трудности – это основа, которая добавляет красоты вашему путешествию, а счастье – это яркие цвета, раскрашивающие вашу жизнь. Дети мои, верьте всем этим обещаниям, потому что я, Бог, не просто говорю это, я верю этому. Пусть эта истина проникнет в каждую часть вашего существа и уверенно направит вас, пока вы отдыхаете в объятиях моей вечной любви. Обдумывая планы, которые у меня есть для вас, пожалуйста, поймите, что вера – это ключ, который открывает откровение этих божественных обетований. Именно через веру семя моего образа прорастает и становится видимой реальностью. Точно так же, как садовник верит, что семена, которые он посеет, прорастут, я надеюсь, что вы всегда будете доверять моим обещаниям. Ваша вера подобна воде, питающей почву вашей жизни и позволяющей моему плану расти и развиваться. Мои возлюбленные дети, поймите, что вера – это не только вера в то, чего еще не видно, но и то, что я, Господь, выполняю свои обещания. Когда ваша вера сильна, вы создадите плодородную почву для сбора благословений, которые я приготовил для вас. Поэтому, даже если путешествие кажется трудным, сохраняйте веру. Знаете, каждый шаг веры – это шаг к осуществлению моего плана. Подобно Аврааму, он верил в мой завет, даже когда все казалось невозможным. Ваша вера – это якорь, поддерживающий надежду, и поэтому у меня есть планы на вас. Пусть огонь вашей веры горит ярко и освещает путь вперед. Потому что с верой вы увидите чудеса и исполнение Божьих обещаний. Стой твердо, любовь моя, ибо с верой ты увидишь величие материала, который я приготовил для тебя. Только если вы истинный христианин, вы можете написать «Христос царствует во мне». Если вы зашли так далеко и наслаждаетесь Словом Божьим, пожалуйста, помогите нам, поставив лайк этому видео и поделившись им со своей семьей. Как только вы это сделаете, вы будете дважды благословлены Богом. Сегодня для вас особый отрывок из Псалма 42:5. Почему вы сражаетесь? Душа моя, ты меня знаешь. Оставайся с Богом, потому что я не простил его, слава Богу. Эти слова основаны на опыте многих из нас. Иногда душа печалится и смущается жизненными трудностями. Псалмопевец не только признает эту проблему, но и показывает нам путь к вечной надежде и счастью. Сегодня нам приходит в голову вопрос: «Душа моя, почему ты была изгнана?» Во времена отчаяния и печали, когда все кажется трудным, Бог предлагает нам задуматься о том, почему мы беспокоимся. Вместо того, чтобы погружаться в море отчаяния,
нам предлагается самим увидеть источник надежды. Ответ псалмопевца – это утешение для нашей души. Пребудьте в Боге. В жизненных бурях наша надежда на Бога – это якорь, который удерживает нас на земле. Ожидание – это не просто ожидание Бога, а активное доверие Ему в изменение наших обстоятельств и обновление наших сил. Обнадеживает и следующая надежда: «Я по-прежнему благодарен Ему, моему Спасителю и моему Богу». Псалмопевец говорил о своей решимости славить Бога даже среди бед. Это напоминает нам, что независимо от обстоятельств Бог достоин хвалы. Он наш Спаситель, который возвращает радость нашим лицам и приводит нас к более глубокому общению с Ним. Дорогие друзья, в эти мрачные времена давайте последуем примеру псалмопевца. Да, давайте подвергнем сомнению своей души, но давайте возложим надежду на Бога. Пусть наш ответ будет эхом веры, доверия и благодарности. Ибо Он – наша вечная радость, наше спасение и наш вечный Бог. Пусть эти слова из Псалма 43 прозвучат в наших сердцах, давая нам утешение, надежду и благодарное сердце даже среди трудностей. Подтвердите и примите сегодняшний стих, написав «Господь – мое прибежище». 3333 напиши и узри меня, твоего Создателя, твоего верного, твоего вечного Отца. Как утреннее солнце освещает мир золотым теплом, так и мое лицо сияет светом бесконечной любви и вечной благодати. Возьми мое лицо, и пусть оно покроет тебя, как одежда, защищая тебя от холода мирской боли. В святилище спокойствия ума, где обитает вера, знайте, что я, Господь всего, пастырь ваших душ, никогда не перестаю обитать в тихой силе и верности. Мое величество, сотворивший небеса и утвердивший землю, дал вам богатство, смешанное со смирением омовения ног грешникам. Вы родились в королевстве, опустошенном горем и страданиями. Ты часто забываешь о своем благородном происхождении. Ты не просто обычный путешественник в этом мире, ты наследник вечного царства, избранный моим королем и уважаемый превыше всех королей. Венец жизни хранит тебя, и в твоих жилах течет царская кровь небесного престола. Если вы верите тому, что Бог говорит в вашей повседневной жизни, запишите 3333. Не волнуйтесь, когда вы столкнетесь с темными долинами или горными вершинами, наполненными угрожающими штормами. Моменты отчаяния, какими бы острыми и болезненными они ни были, всего лишь шепот в великой симфонии вечности. Я с тобой, в тебе и вокруг тебя, сильный и целостный. Мои руки не слишком короткие, чтобы спастись, и мои уши не слишком глухи, чтобы услышать ваши крики. Когда жар искушения захочет сжечь твой дух, не бойся, я не оставлю тебя беспомощным. У вас есть щит веры и меч духа. Будьте уверены, что испытания – это инструменты в моих руках, инструменты, которые помогут вам испытать вас и превратить вас в сосуд, достойный моего высокого призвания в вашей жизни. Братья мои, ваша вера однажды будет видна, когда вы выйдете из тени невозможного в вечное величие моей славы. Утром, прежде чем солнце взойдет и умрет, горести этого мира исчезнут, как дым.
Если вы верите, что Иисус Христос умер за вас на кресте, напишите «Вся слава и честь Богу». Дети мои возлюбленные, не будет больше ни слез, ни боли, ибо старая система вещей пройдет, и вот я создам все новое. В этом божественном свете вы увидите полноту моей радости, глубину моей любви и истинную цель вашей жизни. Каждый ваш шаг в этой жизни находится под моим присмотром и любовью. Я не видел ничего такого, чего не мог бы себе представить, и не было ничего, чего я не мог бы себе представить. Ваша борьба и триумфы, ваши радости и печали в пределах моей досягаемости. Я всегда с тобой и подарю тебе безусловную любовь и поддержку. Помните, вы не всегда одиноки. Я твое убежище. Испытания и невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь, предназначены не для того, чтобы уничтожить вас, а для того, чтобы укрепить ваш дух и веру. Несмотря на все трудности, через которые вам пришлось пройти, я восхищаюсь вашей стойкостью и непоколебимой верой. Слезы, которые вы пролили, являются свидетельством вашего мужества и спокойствия. Я превращу эти слезы в реку благословений, которая обновит вашу жизнь. В течение дня вы будете испытывать моменты неуверенности и сомнений. В такие времена я хочу, чтобы вы обратились ко мне и искали моего руководства. Моя мудрость в твоих руках, и мои планы на тебя всегда лучше. Не позволяйте сомнениям омрачить вашу веру. Поверьте, я буду работать в вашей жизни так, как вы, возможно, не всегда замечаете, но всегда принесу вам пользу. Помните, моя любовь – это свет, который прогоняет всю тьму. Независимо от того, насколько глубоки тени вокруг вас, мой свет всегда рядом, чтобы направлять и утешать вас. Когда вы чувствуете, что тьма приближается к вам, призовите мое присутствие и позвольте моей любви осветить ваш путь. Я свет мира, и во мне вы найдете ясность и надежду. Каждая молитва, которую ты произносишь, каждая тихая мольба из глубины твоего сердца достигает моих ушей. Я не могу слышать каждое твое слово и не знаю каждого твоего желания. Я приму ваши молитвы иногда неожиданными способами, но всегда с мыслью о вашем высшем благе. Будьте терпеливы и доверяйте моему времени, потому что я знаю, что лучше для вас. Волны жизни могут показаться ошеломляющими, но я хочу, чтобы вы знали, что я ваше прибежище. Когда дует ветер и волны грозят поглотить тебя, держи меня крепче. Я твой крепкий якорь, твоя непоколебимая скала. Во мне вы найдете покой и безопасность, необходимые для того, чтобы выдержать любую бурю. Моя любовь – твое убежище во времена испытаний. Каждый день – это новая возможность испытать мою благодать. Не зацикливайтесь на прошлом и ошибках, которые вы совершили. Моя благодать обновляется каждое утро, и я всегда готов дать вам новое начало. Прими мое прощение и позволь моей любви вернуть тебя. Это мое обещание бесконечной любви и еще многих благословений для вас. Когда мир кажется холодным и безнадежным, помни, что я твое утешение. Моя любовь окутывает тебя теплыми объятиями и дает силы двигаться вперед. Ничто не может отделить меня от моей любви,
и я всегда буду рядом с тобой. Молча ищите моего присутствия в своем сердце и найдите во мне мир и утешение, которые вы желаете. Поверьте, что каждый опыт, каждый вызов и каждая победа находится под моим контролем. Все, что я делаю ради благотворительности, даже если вы не видите общей картины. Будьте уверены, что мои планы на вас – процветание и надежда. Каждый твой шаг направляется моей любящей рукой, и я никогда не оставлю тебя. Я хочу, чтобы ты знал, что тебя так любят и ценят. У вашей жизни есть божественная цель, и каждый день – это возможность достичь этой цели. Позвольте моей любви руководить каждым вашим решением и поверьте, что я буду с вами на каждом этапе пути. Моя милость и милосердие – ваши вечные спутники, и вместе мы преодолеем любую трудность. Ваше будущее наполнено надеждой и благословениями, и я всегда буду с вами, чтобы направлять вас с бесконечной любовью. Всегда помни, что каждая пролитая тобой слеза собрана и отмечена мной. Каждый из них является свидетельством вашей настойчивости и веры, и я превращу их в благословение для роста в вашей жизни. Ты не одинок в своей боли, потому что я всегда рядом, чтобы помочь тебе и дать тебе силы. Когда на тебя постигнут жизненные испытания, помни, что я твое прибежище и твоя сила. Моя любовь к тебе – щит от отчаяния и страха. Какой бы сложной ни была ситуация, я буду с тобой, направлю тебя и дам силы преодолеть любую трудность. Доверьтесь моей любви и силе, и вы обретете покой, необходимый для преодоления любой проблемы. В каждый момент сомнений и отчаяния я хочу, чтобы ты смотрел на меня. Я твой Небесный Отец, и моя любовь к тебе безусловна. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность укрепить вашу веру и духовный рост. Не бойся, дитя мое, ибо я с тобой, и вместе мы преодолеем. Моей благодати и милости достаточно для тебя. Я хочу, чтобы вы знали, что иногда темные тучи, нависающие над вашей жизнью, носят временный характер. Ветры времени унесут их, и свет моей благодати снова воссияет над вами. Каждая пролитая тобой слеза будет свидетельством моей любви и милосердия. Поверьте, что планы, которые у меня есть для вас, идеальные, что испытания, с которыми вы столкнетесь, сделают вас сильнее. Моя любовь к тебе – это свет, который никогда не гаснет. В самые мрачные моменты, когда ты чувствуешь, что все потеряно, помни, что моя любовь и милосердие бессмертны. Каждая слеза – это возможность для тебя глубже почувствовать мою любовь. Позвольте мне быть вашим проводником и силой, и вы увидите, как ваша жизнь изменится. Ничто не может разлучить меня с моей любовью. Я поддержу тебя во всех твоих испытаниях и трудностях и дам тебе необходимые силы. Моя любовь к тебе безусловна и вечна. Верьте в мое постоянное присутствие и мою способность изменить любую ситуацию. Вместе мы преодолеем любые препятствия, и вы обретите мир и счастье, которые ищете. На протяжении всей своей жизни вам придется столкнуться со многими трудностями, но я хочу, чтобы вы помнили, что каждое испытание – это возможность вырасти и укрепить вашу веру. Не бойся, сын мой,
ибо я с тобой. Моей любви и милосердия достаточно для тебя. Позвольте мне быть вашей защитой и силой, и вы увидите, как ваши испытания обернутся благословениями. Каждая пролитая вами слеза – это семя, посаженное в плодородную почву вашей веры. Со временем из этих семян вырастет прекрасный сад, наполненный благословениями. Ожидание может быть трудным, но поверьте, что я выбрал правильное время, и мои планы хорошие, а не плохие. Моя любовь к тебе вечна, и я всегда готов дать тебе новое начало. Я хочу, чтобы ты знал, что ты никогда не одинок. Когда ты чувствуешь себя наиболее одиноким и отчаянным, мое присутствие рядом с тобой, давая тебе утешение и силу. Я твой любящий отец, всегда готовый выслушать тебя и помочь тебе. Пожалуйста, не стесняйтесь молиться мне и открыть свое сердце. Я здесь, чтобы утешать вас и направлять вас в каждый момент вашей жизни. Надеюсь, ты помнишь, что тебя любят и уважают больше, чем ты думаешь. У вашей жизни есть божественная цель, и каждый момент, каждая слеза и каждое испытание являются частью этой цели. Доверьтесь моей любви и моим планам относительно вас. Позвольте моей благодати и милости вести вас на каждом этапе пути, и вы увидите новое начало, наполненное благословениями и надеждой, восстающее из пепла ваших проблем. Позвольте мне обратиться к вашему сердцу с любовью, которую может дать только Отец. Дитя мое, мои любящие глаза не проигнорируют слезы, льющиеся из твоих глаз, и испытания, с которыми ты сталкиваешься. Эти слезы были пролиты не напрасно. Из них вырастает сад благословений, который растет вдоль вашего пути. Ветры времени разгонят темные тучи, и воссияет солнечный свет моего милосердия. Каждая слеза будет свидетельством моего сострадания и безусловной любви. В каждый грустный и тревожный момент я хочу, чтобы ты знал, что я с тобой. Моя любовь к тебе настолько велика, что каждая пролитая тобой слеза драгоценна и драгоценна. В тишине твоих самых темных ночей мое присутствие с тобой, даря тебе утешение и надежду. Все, через что вам пришлось пройти, не было напрасно. Все имеют цель согласно моей божественной воле. На протяжении всей жизни вы будете сталкиваться с трудностями и препятствиями, которые могут показаться непреодолимыми, но помните, мой сын, каждый вопрос – это возможность укрепить свою веру и нравственность. Испытания подобны огню, а они очищают золото, удаляют загрязнения и раскрывают вашу истинную силу и внутреннюю красоту. Не бойся, ибо я с тобой, и буду вести тебя и хранить тебя на всех путях твоих. Моя любовь к тебе безусловна и вечна. Ты ничего не можешь сделать, чтобы заставить меня любить тебя меньше. Моя любовь – это вечная искра, которая может осветить твою жизнь даже в темные времена. Доверьтесь моей любви, моему вечному присутствию, и вы обретете мир и безопасность. Каждая слеза, каждое испытание будет свидетельством моей благодати и милости. Я хочу, чтобы вы помнили, когда подует ветер бед, он пройдет. Темные тучи, затмевающие солнечный свет вашей жизни, будут развеяны ветрами времени,
и свет моей благодати снова засияет ярко. Боль и печаль не вечны, моя любовь и сострадание одновременно вечны и временны. Пусть я буду твоим убежищем и силой в бурю. Я надеюсь, что посреди ваших испытаний вы помните, что надежда есть всегда. Каждая слеза подобна семени, посаженному в плодородную почву вашей веры. Со временем из этих семян вырастет прекрасный сад, наполненный благословениями. Ожидание может быть трудным, но поверьте, что я выбрал правильное время, и мои планы направлены на ваше благо, а не во вред. Мои подарки новые каждое утро. Каждый день – это новая возможность испытать мою любовь и благодать. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках и неудачах. Сосредоточьтесь на моей надежде на вас. Моя любовь и сострадание бесконечны, и я всегда готов дать вам новое начало. Поверь мне, моя любовь восстановит твой дух. Я хочу, чтобы ты знал, что ты никогда не одинок. Когда ты чувствуешь себя наиболее одиноким и отчаянным, мое присутствие рядом с тобой, давая тебе утешение и силу. Я твой любящий отец, всегда готовый выслушать тебя и помочь тебе. Пожалуйста, не стесняйтесь молиться мне и открыть свое сердце. Я здесь, чтобы обеспечить комфорт и руководство в каждый момент вашей жизни. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, имеет силу изменить вас и приблизить ко мне. Несмотря на трудности, ваша вера укрепится, и ваш характер будет сформирован по образу моего сына. Не думайте об испытаниях как о наказании, а как о возможности глубже почувствовать любовь. Я работаю с вами над каждой задачей, и вместе мы преодолеем любые препятствия. Надеюсь, ты помнишь, что тебя любят и уважают больше, чем ты думаешь. У вашей жизни есть божественная цель, и каждый момент, каждая слеза и каждое испытание являются частью этой цели. Доверьтесь моей любви и моим планам относительно вас. Позвольте моей благодати и милости направлять вас на каждом вашем шаге, и вы увидите новое начало, наполненное благословениями и надеждой, восстающее из пепла ваших проблем. Ты будешь править со мной в царстве, где свет лица моего сияет во всех углах, где река жизни течет, как кристалл, и где древо жизни приносит вечный плод. Путешествуя по океанам этой жизни, не теряйте веры в меня. Введите 4444 и посмотрите, что произойдет дальше. Ожидая того дня, когда вы по-настоящему будете жить в моих благословениях, пусть надежда станет якорем вашей души, сильным и надежным. Будьте здоровы! Бог просветит вас и направит вас. Всегда помни, что я буду с тобой до конца света. Я твой отец, твой проводник, твой защитник и твой величайший поклонник. Я назвал твое имя, ты мой, и ты богаче, чем ты можешь себе представить, не богатствами этого мира, а вечными богатствами моей любви и благодати. Следуйте этой истине, и пусть мир моего присутствия будет радостью и силой в вашей жизни. Ты та, кого я люблю, и в моих глазах ты королева, носящая драгоценную корону и удостоенная самых высоких почестей. Так встань, дитя мое, с мужеством, которое я даю тебе. Идите вперед верой и знайте, что я с вами.
даже если ты споткнешься, ты не упадешь. Ибо я поднимаю тебя десницей праведности моей. Доверяйте человеку, которого вы глубоко любите, на каждом своем шагу, потому что вы – это тот, кто вы есть. Введите 4444, чтобы сделать запрос. Подумай о кресте, дитя мое. Сквозняки, гвозди, несгибаемые палки, помните цену свободы. Я победил грех и смерть не как победитель, требующий послушания, а как любящий отец, обещающий появление своих любимых детей. Для тех, кто цепляется за мое милосердие и верит, мосты между небом и землей открыты. На вашем пути в этом мире вам предстоит столкнуться со многими испытаниями, но будьте сильными, и результаты вашей веры, здоровье и свобода вашей души будут в безопасности в их руках. Излейте мне свое сердце, я ваше прибежище и сила, ваша вечная помощь в беде. Принесите свои надежды, свои мечты, свои страхи и поверьте, что я буду с вами на каждом этапе пути. Вы принесете много преимуществ и неограниченных преимуществ в свой финансовый образ жизни. Предстоящая неделя принесет неожиданные финансовые чудеса. Благодаря этим замечательным занятиям вы обретете богатство, успех, счастье и улучшите здоровье. У вас не так уж много времени на боль, стресс и удовлетворение. Я даю вам свободу испытывать радость, удовлетворение и успех во всем, что вы делаете. От жизни к прогрессу, от замешательства к ясности, от боли к покою. По словам Иисуса, мои финансовые благословения предназначены для вас и превосходят ваше воображение. Теперь, когда мой дар, данный Богом, был дан вам, деньги имеют множество последствий. В 2024 году с нами будут богатство, надежда и ценные знания. Помните, мои цели в жизни – это не только финансовый успех. Я надеюсь, что ваша история мирная, у ваших талантов есть цель, и вы хотите своей судьбы. Приняв свою роль свободы, вы обретете силу освободиться от зависимости, горя и боли. Призыв Иисуса имеет силу исцелить всю вашу семью и творить удивительные финансовые чудеса. Помните, что я здесь, чтобы утешить вас, когда вы переживаете трудные времена. Я тот, кто выслушивает ваши проблемы и утешает вас, когда вам грустно. Все идет по моему плану, так что доверь мне лучшие моменты. Если вы дадите мне шанс в этом году, вы сможете превратить трудности в успех. Примите изобилие, которое я запланировал для вас. С Новым годом, моя дорогая, желаю тебе максимально использовать возможности, которые открываются перед тобой. Поверьте, что вас ждет чудо. Продолжайте смело двигаться вперед, потому что каждый шаг приближает вас к цели. Я также молюсь, чтобы моя милость и милость были над вами в 2024 году. Подумайте обо мне, и мы сможем сделать этот год успешным, счастливым и безопасным. Думайте обо мне, поскольку я делаю, казалось бы, невозможное возможным и меняю жизни людей, соединяя их с партнерами. Пожалуйста, поверьте мне на слово, пока мы решаем этот вопрос. Что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя и буду сильным, чтобы защитить тебя. Неделя подходит к концу, и вас ждет множество полезных проявлений,
таких как крепкое здоровье, радость и счастье. К концу 2024 года ваш успех, удовлетворение, счастье и здоровье гарантированы. Ваш жизненный путь спроектирован вашим Богом в великом Божьем обмене. Даже если вы начнете с простого, я смогу принести вам богатство и процветание, превосходящее ваше воображение. По мере продвижения вы начнете видеть двери, открывающиеся к финансовому богатству. Бог обещает облегчить ваши финансовые проблемы и полностью простить ваш долг. Подобно устойчивому потоку воды, богатство потечет к вам без усилий. У вас огромный потенциал в 2024 году. Преимущества этого периода затронут все аспекты вашей жизни. Пусть мои благословения придут к вам как часть облака, питают ваше искусство и удовлетворяют все ваши потребности. Вера, желание и мысль – вот слова, которые я использую в своем послании. Будьте непредвзяты, чтобы получить и воспользоваться прекрасными возможностями, которые ждут вас впереди. Мои наилучшие пожелания вам и вашей семье в этом году. Ожидайте обильных благословений и обильных возможностей. Имейте твердую веру в себя, и что бы ни говорил мир вокруг меня, вы не будете страдать во имя Иисуса. Пусть гениальность моего автора будет видна в вашей жизни навсегда до 2024 года. Дорогая, я всегда ищу опасность. Пусть ваши молитвы достигнут меня, и пусть я увижу слезы, которые вы проливаете. Я не буду молчать в твои худшие минуты. Для тебя еще есть надежда. Я вижу тебя, я слышу тебя, я избавляю тебя от твоей боли. Это время, наполненное бесконечной любовью и множеством благословений, так что наслаждайтесь им, пока еще можете. Я также молюсь, чтобы это послание поднялось в вашем сердце, зажгло огонь внутри вас и обновило вашу веру. Присоединяйтесь ко мне, ибо я вечный Бог, рад даровать вам бесконечные благословения. Знаешь, если у тебя есть финансовые проблемы, ты можешь стать очень богатым. Даже если вы не будете много работать, деньги придут к вам легко. Вы мои любимые дети, и я желаю вам всего наилучшего. Мое дорогое дитя, этот год и март наполнены изобилием, благословениями и возможностями для тебя и твоих близких. Я дам вам и вашим близким инструменты, дороги, машины и любовь, необходимые вам, чтобы принести благословения, которые изменят вашу жизнь. Я открыл старые двери и открыл новые двери. Если вы посмотрите этот фильм, ваше финансовое положение улучшится, а ваши отношения, здоровье и финансы станут лучше, чем раньше. Я спасу, восстановлю и исцелю каждого, кто поверит в меня. Тем, кто устал и обескуражен, я дам Бога. Если вы испытываете боль физически, умственно или духовно, я верну вам исцеление. Если вам понадобится моя помощь, я буду рад ее предоставить. Испытайте обильные благословения, успех и чудесные события во всех аспектах вашей жизни. Поскольку я всего лишь Бог, плохие люди не могут победить хороших людей. Если ты дашь мне шанс, я смогу использовать это оружие вместо тебя. Если ты сдашься мне, я благословлю тебя и твою семью лучшей жизнью.
Я могу исцелить разбитое сердце и преодолеть невзгоды. Если ты выберешь меня, я обещаю, что никогда не оставлю тебя. Слушайте внимательно. Я благодарен, что у меня есть деньги. Я знаю, что многие из вас борются с деньгами, и я хочу, чтобы вы знали, что я рядом с вами, когда вы открываете для себя благословения, о которых вы даже не мечтали. Поверьте мне, я отвезу вас в лучшее время в вашей жизни. Позвольте мне показать вам путь к изобилию, который я разработал для вас. Во-первых, я буду с тобой. Во-вторых, я могу защитить тебя. В-третьих, я буду твоей силой. В-четвертых, я могу решить твои проблемы. В-шестых, я даю тебе мир. В-седьмых, я могу любить. Ты обычная. Теперь давайте скажем вместе: Господь, Господь, я избрал тебя особенно. Я посвящаю себя тебе во могущественное имя Иисуса Христа. Извините, я принимаю вас как своих знаний и своего мастера. Я знаю, что ты не спал всю ночь, думая о деньгах, здоровье, детях и моем будущем, но я здесь, чтобы сказать тебе, что ты найдешь непредвиденную прибыль, которая позволит тебе выполнить все свои обязательства и платежи, давая вам немного больше вас, детей. Но если вы хотите узнать, как заполучить эту гору богатства, досмотрите это видео до конца. Наступит время чудес и прибыли. Все, чего вы желаете: любви, здоровья, карьерного успеха и благословений, уже ваше. Переживая эти неспокойные времена, помните эти 3 вещи: Бог с вами, Бог любит вас и Бог заботится о вас. Я могу восстановить все, что украл враг, и твоя жизнь наполнится благословениями, как никогда раньше. Позвольте мне подарить вам бесконечные благословения, яркую улыбку, богатство и процветание, а также хорошее здоровье. Я также могу погасить ваш долг и оплатить ваши счета в полном объеме. Ваше финансовое положение изменится, как и ваша личная жизнь. Я ожидаю, что все это произойдет до начала выходных. Бог меняет ваше финансовое положение, и на этой неделе вы испытаете беспрецедентное финансовое чудо, которое изменит вашу жизнь и жизнь будущих поколений. Сегодня я собираюсь сделать для вас кое-что необычное. Это преобразит ваш дом и вашу жизненную ситуацию. Пусть Бог благословит вас чудесами, благословениями и прогрессом. Обратите внимание на произношение своего имени и на место, где вы еще не были. В минуты одиночества и тоски по общению ангелы вступятся за вас. Придите к Богу, Он всегда с вами, и вы никогда не одиноки. Однажды Иисус сказал: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки живой воды». Как сказано в Писании, всемогущий Бог сказал им: «Я Бог, сотворивший вас, и я всегда буду помогать вам и спаси тебя. Я превращу твою боль в силу, а твои трудности в возможности. У меня есть необычайный план для твоей жизни». В этом году я обрел исцеление, удовлетворение и свободу от пережитых мной трудностей. Май и предстоящие месяцы наполнены благословениями и возможностями. На этой неделе я собираюсь увеличить вашу прибыль, заставить вас это разлюбить и сделать вашу жизнь приятной. Хотите — верьте, хотите — нет, но Бог способен сделать
казалось бы, невозможное. Это сотворит чудеса в вашей жизни и избавит вас от всех забот. Бог не проигнорирует ваши молитвы и будет усердно работать, чтобы дать вам ответы, которые вы ищете. Трудные и напряженные времена закончатся, и ваша жизнь начнется заново. Откройте свое сердце, примите свои благословения, и когда они закроют старые двери и откроют новые, последуют удивительные награды. Дорогое мое дитя, скоро я пошлю тебе любовь, мир и чудеса. Я молюсь, чтобы вы нашли Божью любовь и помощь. Ожидайте великих событий в своей жизни и будьте готовы к предстоящим подаркам. Обнимите их с распростертыми объятиями, и пусть они принесут вам непреодолимое чувство страсти, радости и уверенности. Вооружитесь множеством благословений, чтобы ваши самые смелые мечты могли сбыться. Я превращу твой недостаток в богатство. Теперь, если вы отпустите свою печаль, я, Бог, внесу огромную разницу в вашу жизнь. Я могу наполнить твое сердце качественным счастьем. Сегодня я меняю вашу ситуацию с дефицита на изобилие. Бедность и болезни погубили вас, но я освобожу вас от их рабства. Я превращу вашу печаль в радость, вашу печаль в исцеление, а ваши испытания в великий урожай. Если вы останетесь со мной до конца этого видео, которое может распространяться на другие сферы вашей жизни в зависимости от вашего бюджета, я принесу исцеление и стабильность вашему телу. Иисус сказал: «Я могу открыть вам дверь, чтобы вы могли внести изменения, которые навсегда изменят вашу жизнь. Я надежный поставщик, который может благословить вашу жизнь, открыв двери рая, когда придет время. Ваши действия могут принести плоды. Пусть вечная любовь, исцеление, благословение и мир Бога исцелят ваши заботы, боль и печаль. Я надеюсь, что следующий год принесет вам и вашим близким замечательный год, наполненный счастьем, исцелением и удачей. Пусть вы чувствуете себя удовлетворенными и успешными во всем, и пусть Божьи благословения продолжают течь. Помните, Бог подобен пастырю, Он даст вам то, что вам нужно. Его любовь и доброта всегда будут с вами, а вы рядом с Ним. Я добрый и милосердный Бог, и я всегда буду хранить ваши приглашения в своем сердце. Не волнуйтесь, я меняю ваш путь, чтобы вы могли уйти от боли, страданий и нужды и перейти на путь исцеления, легкости и изобилия. Божье послание предназначено для вас сегодня. Я хочу быть неотъемлемой частью вашей жизни и направлять вас шаг за шагом. Когда вы примете меня, я наполню вас радостью, миром и силой и заменю ваши заботы неописуемым миром. Я Бог, способный на чудеса, но я всегда отрицал этот факт. Не стоит снова недооценивать мою силу. Я могу сделать невозможное. Вы начнете путь физического, психического и духовного исцеления. Я освобожу вас от зависимости, восстановлю разрушенные отношения и облегчу ваши потребности. Будьте готовы к тому, чего вы хотите в жизни, к любви. В тихие моменты, когда вам нужен комфорт и ясность, помните, что я Бог, который приносит надежду в ваше сердце. Дорога впереди может показаться неопределенной, но я свет,
который направляет ваши шаги. Каждое утро знаменует новое начало, а каждый закат – напоминание о моем постоянном присутствии. Доверившись мне, вы обретите покой и радость понимания, поднимающиеся из глубины вашей души. Ваше путешествие уникально, но вы никогда не одиноки. Я буду идти рядом с тобой, готовый поднять тебя, когда ты упадешь, и отпраздновать вместе с тобой твои победы. Жизненные испытания – это лишь ступеньки к великой вере и настойчивости. Принимайте любой вызов, потому что я знаю, что поддержу ваш характер и укреплю ваш дух. Я создал тебя как сосуд моей любви и благодати, чтобы ты ярко сиял в мире, нуждающемся в моем свете. Моя любовь к тебе бесконечна и охватывает все твое существо. Я знаю твои мечты и желания, твои страхи и переживания. Поставь их передо мной, ибо я твое прибежище и твоя сила. Я здесь, в ваших молчаливых молитвах, внимательно слушаю и готов ответить так, что вы удивитесь. Доверьтесь моему выбору времени, потому что я знаю, что лучше для вас. Ваша преданность будет вознаграждена, а ваше терпение будет вознаграждено радостью и благодарностью. Следуй за мной, когда смеешься над сложностями жизни. Я источник твоей силы и якорь твоей души. Пусть мои слова станут фундаментом, на котором вы строите свою жизнь. Вы найдете в нем мудрость, смелость и подтверждение своих обещаний. Слово мое – светильник ногам твоим и свет стезе твоей. Проведет вас через жизненные неопределенности и приведет вас к полноценной жизни. Если вы сомневаетесь, вспомните свидетельства тех, кто был раньше. Эта история веры и настойчивости напоминает мне о моей самоотверженности. Как я с ними, так и я с вами. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Моя любовь к вам непоколебима, как и моя приверженность вашей безопасности. Двигаясь вперед, полагайтесь на мое верное свидетельство, которое укрепит вашу веру и уверенность. Ваши молитвы сильны, и ваша вера – ключ к моим благословениям. Будь со мной честным и уязвимым, и я встречу тебя там, где ты есть. Когда ты молчишь, слушай мой голос. Это может быть нежный шепот, сердечный жест или слова поддержки от друга. Обратите внимание, как я говорю с вами и отвечаю с сердцем веры и надежды. В будущем открываются бесчисленные возможности, и я буду сопровождать вас на каждом этапе пути. Мы вместе прошли сквозь воду и огонь, вверх и вниз. Ваша жизнь – свидетельство моей доброты и маяк надежды для окружающих. Поделитесь своим путешествием с другими, потому что ваша история – мощный инструмент для распространения моей любви и благодати. Свидетельствуя о моей верности, вы укрепите тех, кто слышит ваши слова. В неопределенности жизни находите утешение, зная, что я все контролирую. Я автор вашей истории, и каждая глава написана намеренно и целенаправленно. Даже если путь кажется неясным, доверься моему плану. Мои шаги выше твоих шагов, мои мысли выше твоих мыслей. Не волнуйтесь, я буду с вами во всем сотрудничать. Ты мой любимый, и моя любовь к тебе никогда не закончится.
Отправляйтесь в это путешествие с сердцем веры, надежды и любви. Пусть мое присутствие будет твоим настоящим другом, а мое обещание – источником силы. Вместе мы преодолеваем жизненные трудности и празднуем наши победы. Твое будущее светлое, твой путь ясен, и твоя судьба в моих руках. Идите вперед смело и знайте, что я всегда с вами до конца света. Я Бог, который может видеть за горизонтом и знать любовь внутри вас, поэтому примите путь, который я вам показываю. Доверьтесь моему руководству, поскольку я проведу вас через долины тьмы к свету надежды и обновления. Помните, даже во времена испытаний и неприятностей мое присутствие всегда рядом. Я твой верный друг, твой щит в беде и утешение в минуты отчаяния. Откройте свое сердце моему слову, и вы обретете смелость и силу преодолеть любое препятствие. Если сомневаешься, помни мое обещание. Я Бог, который разделил Красное море, принес воду из скал и накормил тысячи хлебами и рыбой. Чудеса не просто ушли в прошлое, это ваша реальность сейчас и ваша надежда на будущее. Верьте в силу моей любви, и вы увидите, как в вашей жизни сдвинутся горы и море. Ваша вера – это ключ, открывающий дверь моих благословений. Держитесь за него, цените его и позволяйте ему расти. Ваши молитвы еще не получили ответа. Каждое слово, каждая слеза, каждая мольба достигает небес, и я отвечаю так, как ты пока не видишь. Поверьте мне, я выбрал идеальное время, хотя мне казалось, что я опоздал. Терпение – это добродетель, которая укрепляет вашу веру и укрепляет вашу веру в меня. Я координирую события и ситуации, чтобы принести наибольшую пользу в вашу жизнь. Даже если вы не видите всей картины, знайте, что я работаю вместе ради общего блага. Идя по жизни, пожалуйста, не забывай заботиться обо мне. Не поддавайтесь искушениям и искушениям мира. Будьте верны моим словам, и пусть они будут светом, освещающим ваш путь. Призови мое имя, когда ты слаб, и я поддержу тебя. Моей благодати достаточно для тебя, и моя сила будет действовать в твоей слабости. В своей борьбе вы обнаружите глубину моей любви и широту моей благодати. Твоя жизнь – свидетельство моей славы. Каждая победа и каждый вызов – это для меня возможность увидеть в себе хорошее. Поделитесь своей историей, потому что другие знают меня благодаря вашему опыту. Ваш путь веры может вдохновлять и вдохновлять окружающих. Будь маяком надежды, сосудом моей любви и проявлением моей благодати. Живя своей верой, вы привлечете других в мое святилище и вместе создадите сообщество верующих, которые поддерживают и укрепляют друг друга. Если сомневаетесь, поверьте мне на слово. У меня есть план, который обогатит вашу жизнь и даст вам надежду и будущее. Ни о чем не заботьтесь, но во всем молитвой и прошением, с благодарением внимайте молениям вашим. Мир, превосходящий всякое понимание, будет охранять ваше сердце и ваши мысли в Иисусе Христе. Пусть этот мир станет вашим якорем в штормы и защитой в трудную минуту. Я Альфа, я Омега, начало и конец.
Я знал финал с самого начала и держал все под контролем. Доверьтесь моей светлости и покойтесь в моей любви. Ваша будущая безопасность в моих руках, и я никогда не оставлю и не покину вас. Двигаясь вперед, пожалуйста, сохраняйте уверенность в моем присутствии и моем слове. Ваше путешествие не будет напрасным, потому что я буду с вами на каждом этапе пути. Дитя мое, знай, что ты бесконечно любим. Я Бог, создавший тебя, и я очень хорошо тебя знаю и желаю отношений с тобой. Сними с себя все бремя твое и приди ко мне, и я успокою тебя. Иго мое благо, и бремя мое легко. В моем присутствии ты обретешь вечное счастье и радость. Я так рада знать, что ты моя, и ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Твое будущее светлое, твой путь ясен, и твоя судьба в моих руках. Примите это путешествие с верой, надеждой и любовью, потому что я ваш Бог, а вы моя любовь. Ночь беспокойства, и беспокойство скоро пройдет. Пусть Бог благословит вас всем, на что вы надеетесь и чего желаете. Разумно ожидать, что счастье, здоровье и любовь вернутся к вам. Истинные знания, благословение, личностный рост, новые возможности, продуктивность, надежда, ответы, исцеление, Божья любовь и благосклонность могут стать вашими сегодня. Хорошего дня! У Бога есть благословение, которое изменит вашу жизнь. Пусть ваше сердце будет наполнено радостью, любовью и удовлетворением от всех предстоящих задач. Улыбка и сопутствующие детали могут заполнить ваши губы. Богатство, рост, потери, карьерный рост, неожиданные возможности, последние новости, неожиданные изменения, прорывы, исцеление и удивительная энергия – все это может быть вашим сегодня. Точно так же, как Аврааму и Иосифу потребовалось много лет, чтобы увидеть обетование Божие, нужно время, чтобы двери нашей жизни открылись. Теперь вы готовитесь к этой возможности. Помните, Бог отомстит за ваши потери, будет работать от вашего имени и откроет вам путь, даже если это невозможно. Через 6 месяцев вы будете сидеть возле своего нового дома, водить машину своей мечты и смотреть на выписку со своего счета на $1 000 000. Верьте, Бог даст вам бесчисленные блага и милость. Будьте готовы, потому что вся боль, страдания и разочарования, которые вы перенесете, будут сполна вознаграждены им. Поскольку Бог – ваш Создатель, вам никогда не следует забывать, что вы находитесь под Его опекой на протяжении всей своей жизни. Он поддержит тебя и спасет, когда ты попадешь в беду. Бог изменит ваши обстоятельства и даст вам и вашей семье лучшую жизнь. Как и обещал Иисус, Он исцелит все ваши раны, и вы станете сильнее через каждую трагедию. Волшебство повсюду вокруг вас. Короче говоря, вы можете перейти от полного растерянности к полному удовлетворению. Просто досмотрите это видео до конца, и вы получите очень интересный и потрясающий опыт. Я твое убежище, твой источник силы, и я всегда рядом, когда ты во мне нуждаешься. Как Создатель Вселенной и Высшее Существо, я обещаю превзойти ваши ожидания. К концу месяца вас ждет большая прибыль,
более крепкие отношения, финансовый успех и множество преимуществ. Пусть Божье благоволение, радость и процветание наполнят каждый аспект вашей жизни. Знайте, что ваши финансы, отношения и здоровье можно восстановить в кратчайшие сроки. Поверьте мне, потому что я буду усердно работать, чтобы дать вам то открытие, которое вы хотите. Будьте готовы погасить свой долг и погасить платежи в полном объеме. Когда вы вернетесь к Богу, ваше финансовое положение резко улучшится, а личная жизнь выйдет на новый уровень. Господь, твой Бог, будет сражаться за тебя с врагами твоими и обеспечит твою победу. Он изменит любую плохую ситуацию, благословит вас и вашу семью и залечит ваши раны. Теперь, как бы сильно на вас не направляли оружие, оно не оказывает никакого эффекта. Говоря словами Иисуса, я желаю вам счастливого и процветающего будущего и силы исцеления во всех сферах вашей жизни. Бог обещает вернуть украденные врагом годы. Ваша настойчивость во времена одиночества и трудностей принесет щедрые дивиденды. Вам не нужно ничего делать от своего имени. Бесконечная доброта и любовь Бога принесут в вашу жизнь идеального партнера. Бог хочет, чтобы вы знали, что Его ангелы наблюдают за вами. Любая ссылка, которая сбивает вас с пути, будет ею разорвана. Нет ничего слишком маленького или слишком большого, о чем можно было бы заботиться. Остаться и найди свой покой во мне, не беспокойся о текающих часах, ибо в моем царстве день подобен 1000 лет, а 1000 лет, как один день. Мое видение вне времени, поэтому у меня есть идеальное время для каждого аспекта вашей жизни. Подтвердите Бога, написав: «Я отдаю свое сердце Богу». Теперь перейдем к заключительной молитве. А милосердный Бог, Господь Вселенной, мы предстаем сегодня перед Тобой с сердцами благодарности и любви. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая позволяет нам приходить к Тебе в молитве и познавать Твое величие и безусловную любовь. Небесный Отец, мы отдаем Тебе свои сердца и выражаем нашу глубокую любовь к Тебе. Ты Создатель неба и земли, Альфа и Омега, первый и последний. Слава Твоя освещает мир, и мудрость Твоя превосходит всякое понимание. Мы хотели бы выразить нашу благодарность за вашу поддержку. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за дар спасения, который недоступен нам через Твоего Сына, Иисуса Христа. В любви Он забирает все наши грехи и дарует нам спасение и восстановление. Иисус – это путь истинной жизни, и только через Него, Господь, мы можем примириться с Тобой. Небесный Отец, сегодня мы выражаем нашу любовь к Тебе не только из-за благословений, которые Ты нам дал, но и из-за простой истины о том, кем Ты являешься. Вы есть любовь, и ваша любовь охватывает нас способами, превосходящими человеческое понимание. Пусть наша любовь к Тебе будет смиренным и искренним ответом на Твою бесконечную любовь. Мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая поддерживает нас каждый день, и за Твою благодать, которая обновляет нас каждое утро. Небесный Отец, пожалуйста, дай нам силы жить по Твоей воле, позволь Твоему свету сиять через нас и покажи свою любовь миру, который отчаянно в ней нуждается.
Мы признаем, что были неправы, но доверяем вашей лояльности. Господь, направляй нас на каждом этапе пути и позволь Твоему присутствию быть нашим вечным спутником, зная, что Иисус ходатайствует за нас перед Твоим престолом. Аминь.